Уже второй по счету ингушский спортсмен поставил свою подпись в контракте с абсолютным бойцовским чемпионатом, для любителей спорта больше известным как UFC. Мовсар Евлоев с идеальным и непогрешимым рекордом в 10 побед при отсутствии поражений станет хорошим подписанием для организации. Путь к этому триумфу был долгим. 25 ноября 2014 года Евлоев впервые вышел в рейдж под эгидой M1 Global. На турнире M1 Challenge 53 в Китае Мовсар провел бой с местным бойцом Хи Джиан Вэй. Завершился поединок уже во втором раунде приемом удушения. С этого приема и начался путь чемпиона. Лю Жен Хонг, Андрей Сыроваткин, Дулустан Акимов, Александр Крупенкин, Ли Моррисон. С каждым боем оппоненты Евлоева становились все серьезней. После очередной победы ингушскому бойцу дали шанс на титульный поединок за временный пояс чемпиона. Соперник – опаснейший Алексей Невзоров. Впрочем, и он ощутимого урона Евлоеву не нанес. Брутальным нокаутом с удара ногой в голову Евлоев завоевал пояс чемпиона и стал единоличным претендентом на бой за объединение поясов. Следующий соперник, активно залечивающий травмы и готовый показать свою лучшую версию, Павел Витрук. Неоспоримый на тот момент чемпион, Витрук являлся одним из лучших ударников дивизиона. Битва в горах, анонсированная еще задолго до турнира, стала отличной площадкой для проведения боя двух чемпионов. Оба спортсмена готовились, не покладая рук. Момент истины настал 22 июля 2017 года. В зрелищном противостоянии, не оставив ни единого шанса сопернику, Евлоев в доминирующем стиле завоевал чемпионский пояс и отобрал статус лучшего в легчайшей весовой категории. Не секрет, что защитить пояс куда сложнее, чем его завоевать, но болельщикам в последующих поединках Евлоева стало ясно – этот парень прогрессирует с каждым боем. Поочередно были задушены и отправлены в нокаут Сергей Морозов и Рафаэль Диас. После этих поединков стало ясно – Евлоеву нужны соперники другого уровня, а лучшие бойцы в мире собраны в UFC. Уже долгое время шли разговоры относительно подписания Евлоева в UFC, и вот 14 марта все стало ясно. На предстоящем турнире сильнейшей организации мира в Санкт-Петербурге выступит и ингушский боец. Дебют Мовсара состоится против опаснейшего Муина Гафурова. Обладающий рекордом в 16 побед и 2 поражения, Муин станет хорошей проверкой бойцовских качеств Мовсара. Как мы знаем, наконец-то совершилось подписание боя Мовсара и Евлоева на UFC, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля. Мовсару предстоит бой с таджикским бойцом Муином Гафуровым, который также является дебютантом в UFC, имеющий очень хороший послужной список. У него около 17 боев. Так что спортсмен опытный, хороший. Что в стойке, что в ударке. Работает очень хорошо. Но для нашего бойца это, в принципе, я считаю, удачный выбор. Для всей республики подписание Евлоева в UFC – это приятная новость, но для самого Евлоева это, несомненно, станет огромным стимулом продолжать расти в профессиональном плане. Для Мовсара как раз был именно вот такой соперник очень хорош для первого боя UFC, чтобы показать все, на что он способен, показать яркий, зрелищный бой. Надеемся на победу. До 20 апреля у Мовсара есть время, чтобы хорошо подготовиться. Сейчас он тренируется в Таиланде. Все болельщики настроены на отличный зрелищный бой. А наш земляк, в свою очередь, эти ожидания намерен оправдать. Впрочем, как всегда. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24.